В жизни надо быть немножечко хитрой, немножечко, не то что хитрой, да? У каждого мужчины есть свои слабые места. Девчата, у кого нет мужей рядом, найдите эти слабые места и нажмите на эту кнопочку, и ваши мужья будут рядом. Мой супруг, он был в руководящих должностях, обком, был в полкоме, в Караганде работал. И когда я предложила ему сетевой бизнес, он так на меня посмотрел, обиделся и сказал: ты уже издеваешься надо мной. Не хватало на старости лет мне твои витамины и порошки продавать, выкинул. Я говорю: а почему продавать? Здесь не надо продавать. Здесь нужно только работать с людьми. Это бизнес человеческих отношений. Это бизнес любви. Это бизнес авторитета. Как Бухаршин меня учил, они, знаете, с двух сторон меня учили, Бухаршин учил. Авторитет зарабатывается один раз в жизни, но всю жизнь на тебя будет работать. Я научилась быть порядочной, и, знаете, вот это, я вот с этой мыслью живу и делаю этот бизнес. Вокруг вас должно быть океан любви. Океан любви, и вот эта вот любовь, она вернется к вам. Второе, что меня учил муж, а муж со своей стороны учил: никогда никого не бойся, ты моя жена. Вам говорили такое? Ты моя жена. Ты, говорит, знаешь, первый раз человек, когда приходит на маркетинг-план, любой человек, он психолог, он не понимает в бизнесе. Ты, главное, уверенно рассказывай, даже если не знаешь, ври уверенно. Потому что человек, главное, надо быть психологом, надо этого человека, две ауры встречаются, надо победить вот эту ауру. Я не говорю, не учу вас врать, но врите уверенно. Ребята, здесь, знаете, вообще, и этих двое мужчин, они ввели меня, и я с мужем договор заключила. Я сказала: ты будешь с людьми работать, потому что он всю жизнь с людьми работает, а я буду к тебе приводить. Приводить. Ловила кого? Вы знаете, я приводила. А пусть двое мужчин сидят, работают. Когда читает маркетинг-план мужчина, это говорит, знаете, об этом бизнесе, о серьезности бизнеса. Если денег нет, мужчины не будут делать этот бизнес. Поэтому я очень схитрила. Я взяла двоих, посадила в офисе, Бухаршин Ермек и мой муж, и пусть они читают. А я приводила, людей приводила. И так получилось, что за 1,5 года мы с мужем стали сорингами. Бухаршин Ермек сказал: ну, тетя Оля, я отрываю вас от сиськи, пойду сам делать соринга, потому что он был старшим, когда мы закрыли соринга.